столице Южной Якутии состоялись открытые массовые соревнования по национальным видам спорта и силовому экстриму. 6-й кубок Ленского кристалла. О спортсменах и спонсорах состязаний в следующем сюжете. Уличная спортивная площадка Нерюнгринского стадиона «Богатырь» впервые встречает участников открытого первенства Кубка Ленского кристалла. Свою жизнь не представляю без спорта. Это уже в крови. Всегда выступаю за Нерюнгринский район. Горжусь этим. Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Из национальных видов спорта состязания проходили по борьбе хапсагай, масс-рестлингу, перетаскиванию камня. Также участники первенства состязались в арм-рестлинге и перекатыванию ската. Михаил Ковалик занимается масс-рестлингом уже 9 лет, является мастером спорта, чемпионом России и призером мира. На предложение принять участие в новом для него виде спорта перекатыванию ската спортсмен согласился и признается, что получил яркие эмоции от участия в соревнованиях. Такой вид спорта зрелищный. Тут показываю. Ну, как видите, все мои соперники по 100 килограмм. Я единственный, чуть больше 70. На 30 килограмм разница у нас. Показать силу, может, свою. Так, я не рассчитываю, конечно, на победу. Так, просто для себя. Организатором соревнований по национальным видам спорта и силовому экстриму выступила Федерация джиу-джитсу. Спонсорами – Либерально-демократическая партия, депутаты и предприниматели района. Спортсмены остались довольны насыщенными состязаниями Кубка Ленского кристалла. Самые сильные из них получили заслуженные, достойные призы. Екатерина Павлова, Семен Амосов, НВК Саха-Нерюнгри.